Первый, тогда еще условный срок, Дарья получила, взяв вину за проступок мужа. Неоднократно судимый, старше ее на 10 лет. Мне, наверное, казалось, что я та самая единственная, которая смогу его исправить, что у нас все будет хорошо, и мы будем жить вместе. Молодая женщина была влюблена, что называется, без оглядки, но через некоторое время мужчина вновь был осужден на длительный срок, и для Дарьи наступила черная полоса. Все, жизнь закончилась, мне казалось на тот момент, что его нету рядом, и мне стало тяжело. И казалось, что ничего дальше уже не будет хорошего. Все как-то спустило на самотек. Совершила преступление, кражу, за что попала на 3 года. В колонии-поселении Дарья уже полгода. Вместе с ней, как впервые осужденные, в отряде находятся 18 женщин. Условия отбывания наказания зависят от тяжести преступления. За тяжкие и особо тяжкие отправляют за пределы республики. Только за 9 месяцев этого года в Якутии женщины совершили 848 преступлений. По данным МВД, наибольший рост наблюдается в Якутске на 33%, в Мирном, Алекминском и Сунтарском районах более чем на 60%. Увеличение числа преступлений отмечено сразу в 9 районах республики. Ни одного случая не зарегистрировано только в Эвено-Бытантайском районе. По данным правоохранительных органов, женщина совершает каждое 7-е преступление в Якутии. Встать на опасный путь многих толкает отсутствие работы или сложное материальное положение. Печальную статистику усугубляет и тот факт, что почти половина всех случаев совершается в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее частой причиной конфликтов, которые не очень хорошо заканчиваются для одной из сторон, следователи называют семейно-бытовые ссоры. В эмоциональном порыве женщина хватается за нож и способна совершить даже особо тяжкое преступление. Как держал он нож? Покажите, пожалуйста. Своему сожителю эта женщина нанесла более 10 ударов, один из которых стал смертельным. Вести дело доверили следователю Николаю Сергееву. Несмотря на то, что молодой человек всего 2 года занимается расследованием особо тяжких преступлений, у него уже выработался навык работы с женщинами, преступившими закон. Как правило, женщины при первоначальных следственных действиях обязательно после совершения преступления они бывают эмоционально подавленными. То есть стресс влияет это все. И бывает так, что нужно подойти к этому, так сказать, понимающе, что ли. Психологическая работа с женщинами ведется и в стенах исправительных учреждений. Оказавшись в изоляции, многие становятся закрытыми и не показывают своих эмоций. На групповых и индивидуальных занятиях, по словам специалиста, многие чаще говорят о семье. Женщины очень многие озабочены своей семейной ситуацией, потому что там остались на свободе их малолетние дети, зачастую за которыми некому присмотреть, да, или которые попали в детский дом и так далее. Поэтому, но в процессе работы, в процессе наших взаимоотношений достаточно женщины, они достаточно открываются. Одним из способов психологической разгрузки для женщин в колониях традиционно считается рукоделие. В свободное от работы время осужденные вяжут или плетут украшения из бисера, а также ухаживают за растениями. В среднем в колонии поселения осужденные женщины проводят до 5 лет. За это время многие из них успевают получить рабочие специальности, например, швеи, повара или маляра. Весь день расписан буквально по минутам. Например, в швейном цехе многие проводят по 2 часа в день. За это время, по словам самих осужденных женщин, они не успевают задумываться о плохом, а также об оставшемся сроке. Отсутствие образования, разрушение морально-этических норм, а также обесценивание института семьи, по мнению правозащитницы Виктории Габышевой, и является главной проблемой общества, которая толкает женщину на преступление. Все реже можно увидеть читающую молодежь, и это, по словам Виктории, разрушает самосознание. Корень я вижу все-таки именно в том, что наши девушки, они как-то бездумные они. Допустим, у нас за плечами был какой-то багаж знаний, книг, какой-то нравственности, да, каких-то этических норм, потому что мы читали. Сейчас с клиповым мышлением, да, я вообще сомневаюсь, что среднестатистическая женщина, молодая, вообще может назвать даже какие-то произведения, о чем там говорится. Переосмысливать свою жизнь и менять свои моральные устои, оказавшись в изоляции, начинают далеко не все. Но наша героиня, по ее собственному признанию, если бы могла вернуться в прошлое, многое бы там изменила. И уже сейчас девушка осознает, кем она хочет быть в будущем. Мамой, женой, чтобы семья была большая, хотелось большой семьи.
И будем надеяться, что ее мечта осуществится. Анна Лебединская, Роберт Набиев. Вести.